И вот как итоги выборов в Коми оценивают федеральные эксперты. На очереди их особое мнение. Республика Коми прогремела не только в федеральном медиаполе, но и в СМИ зарубежных стран, потому что в региональный парламент, во-первых, прошла партия «Зеленая альтернатива», и это интересно. Я здесь рассуждаю уже как политолог. Во-первых, это важный запрос общества на экологическую повестку. И важно, что вот как раз избиратели республики приложили руку к тому, что эта партия теперь имеет так называемую парламентскую льготу. И на выборах в Государственную Думу в следующем году кандидатам партии не нужно будет собирать подписи. И самой партии не нужно будет собирать подписи. Это большое дело, то есть, которое республика и ее избиратели сделали для развития политической системы России в целом. Во-вторых, и почему я заговорил про международный эффект, про международный резонанс, в Госсовет Республики Коми прошла партия «Родина», список которой возглавлял известный российский ученый Максим Шугалей. Избиратели республики показали, что русские на войне своих не бросают. Что касается остальных результатов, высокий результат, который был получен тогда еще временно исполняющим обязанности главы, показывает, насколько его стиль менеджмента, это реанимационные действия, которые Владимир Рубов предпринял в республике, сначала по профильному направлению в борьбе с коронавирусом, потом, в принципе, его энергичный очень управленческий стиль с передвижениями по огромной территории республики, с жестким решением давно назревших проблем, избиратели это оценили. Равно как и поддержали «Единую Россию», партию, которая очень серьезный вызов пережила в республике в плане, не хочется использовать там такие слова, как тюнинг, ребрендинг, но тем не менее перезапустила отделение партии и смогла показать и новые лица кандидатов дела. Вместе с тем те депутаты Госсовета, которые, не болтали, а очень активно работали, получили поддержку избирателей. Его прямое общение с избирателями через ТВ-обращения по охвату аудитории выбило любые другие медиа. Он буквально создал свое медиа, своего избирателя, и сделал это практически без участия региональных элит. Он купировал основные внутриполитические расклады и противоречия, и, поднявшись над ними, обратился напрямую к избирателю, объехал все районы республики, поэтому достиг такого результата. Уйба позиционировал себя как независимого кандидата, дистанцировавшись от «Единой России». Тем не менее, партия смогла заполучить свои места в Горсовете Сыктывкара за счет одномандатников. Большинство у «Единой России», но тут надо понимать, что сильного контроля и сшивки кампаний не было. Могли сыграть роль не политические силы, а отдельные персоны. Явка на выборах была невысокая, но и ожидать высокой явки не стоило. Протестные кандидаты не дошли в силу разных обстоятельств, а их избиратели не пришли. Пришли традиционные избиратели, пенсионеры, бюджетники, те, кто ходит всегда. Они и решили судьбу выборов. Сама по себе конфигурация стала более конкурентной. Политический класс Коми обновился. Туда пришли несколько десятков, а учитывая муниципальный пласт, и сотен новых людей, которые будут формировать новые правила и новые отношения.